Я продолжаю писать карту дня на 14 июля. Это у нас пятница. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Здесь у меня будут знаки Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбки. Если вы свой знак не услышали, да, среди названных, тогда вам нужна первая часть. Как ее найти? Очень легко. Под этим видео внизу я оставила ссылочку. Нажимайте, переходите и посмотрите, да, свой знак в другом видео. А мы смотрим дальше. Весы, 14 июля. События дня, пятница. Что будет у весов? Смотрим, что вам приготовил этот день. Показывает, что у вас может быть деловая встреча. Свиток. Застолье. Еще хочу проговорить для вас. Сейчас еще вот цыпленка нашла. Общение с семьей, с детьми. Хотела проговорить еще один важный момент. Вы можете смотреть прогноз не только по знаку Солнца, но и по знаку асцендента. Или если родились ночью, можно еще знак Луны смотреть. Если вы, допустим, смотрите разные прогнозы и какие-то события повторяются, то есть большая вероятность, что они произойдут. Ну или же опять через время вы увидите, допустим, что знак асцендента проигрывается лучше, тогда лучше его смотреть. Да, то есть это вот кто не знал эти моменты, вот обратите на это внимание. Весы, колебания, сомнения. Ваши любимые у вас очень часто не выпадают. Дорога. Сборы в дорогу еще может быть, то есть не сама дорога, разговоры о дороге. Слезы. Победа. Слезы радости от победы. Змея. Змея — это завистники, какие-то вредные люди, да, у которых длинный злой язык, поэтому тут вот надо быть осторожными. Ну, скорее всего, завистники, да, которые завидуют победе, успеху. Гости. Дорога, гости. В гости кто-то приедет к вам. Или вы поедете, дорога у вас. Так, ну здесь нет. Получается, что у вас выпало? Выпала встреча в этот день, застолье, гости, поездка, выбор, общение с семьей, с детьми, победа, слезы и общение со змеей. Ну, может быть, еще как вариант, змея здесь не завистники, например, а кто-то по году рождения змея, да, в семье. Либо кто-то ведет себя, да, то есть характер такой немножко, да, ядовитый. Может быть, еще медик тоже. Вот у змеи несколько есть значений, да, я пытаюсь, конечно, говорить постоянно, но забываю, да, то есть и так как я смотрю 12 знаков, у одного знака говорю, у другого забываю. Ну, надеюсь, что если вы часто смотрите, вы уже, в принципе, лучше меня выучили эти все значения. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпиончикам. Смотрим, скорпионы. 14 июля. 14 июля, пятница, события дня, скорпионы. Цыпленок выпадает. Общение с семьей, с детьми у вас будет в пятницу. Любовь нельзя.
Змея, общение со змеей. Ну, тут может быть человек, которого стоит опасаться, да, первый вариант, как бы самый главный. Но есть еще вариант, что это может быть человек по году рождения змея, по характеру змея. Поэтому тут может быть и так, и так. Шарики нельзя, и здесь нет. Перед тем, как буду смотреть периметр, хотела еще вам сказать, что для тех, кто не знает, да, этой информации, вы можете смотреть не только по знаку Солнца, да, вот прогноз, но еще по знаку асцендента или, если родились, по знаку Луны. Тоже можно. И можно сравнивать. Если вы находите, да, вот, допустим, среди 2-3 знаков одинаковые события, то тогда это вот большая вероятность того, что они произойдут. Или, допустим, просмотрев там 3-4 недели знак асцендента, вы видите, что там больше совпадений, да, то есть тогда лучше его просматривать. Ну, кто-то знает, кто-то нет, кто не знает. Я решила, да, вот проговорить об этом. Потому что иногда меня спрашивают, можно, нельзя. Так, еще есть разлука. Ну и все, больше я не вижу у вас. То есть я у вас нашла только 3 совпадения. Первое — это цыплята, общение с семьей, с детьми в этот день. Это чемодан. Не знаю, возможно, кто-то приедет. Может быть, вы будете уезжать. Может быть, будете собирать чемоданы. И злые языки, да, то есть это сплетники, завистники, либо люди по году рождения змея, общение с ними. Ну, у вас вот больше похоже на выходной, чем на пятницу, да, то есть такой день. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу к стрельцам. Смотрим стрельцы. Ой, стрельцы. Хотели убежать у меня все карты. Стрельцы, 14 июля. События дня. Пятница. Смотрим. Подарочек. Первое, что я вижу. Книгу нельзя. Гости. Общение с друзьями. Конфликт. 2 меча. Тайна. Может быть, откроется какая-то тайна, да, то есть из-за этого будет конфликт. Новость нельзя. Так, проверяем с вами горизонтали и вертикали. Горизонтали нет, вертикали нет, нет. Победу нельзя. Не вижу. Значит, смотрим, что получается. У вас выпадает подарок, гости. Да, то есть, возможно, вот одно событие. Гости, подарок. В пятницу общение с друзьями. Да, вот как бы хорошо все было. И потом показывает, что может открыться какая-то информация и будет конфликт. Вот единственное, да, для вас негативное событие — конфликт с кем-то. Но опять же, зная об этом, можно избежать. Еще я хочу предупредить вас о том, что, ну или проинформировать, да, то есть можно так сказать. Можно смотреть не только по знаку Солнца, да, то есть вы можете смотреть также прогноз по знаку асцендента, или если родились, по знаку Луны, если ночью родились, по знаку Луны тоже можно. И можете сравнивать. Если события, допустим, будут совпадать, да, вот тогда есть большая вероятность того, что они произойдут у вас.
Ну или опять же, допустим, если вы 3-4 недели проверите, да, вот эти 3 знака, то, ну, вы заметите, допустим, что знак там Луны или знак асцендента сильнее проигрывается, чем знак Солнца. Тогда лучше просматривать прогнозы, да, вот по другому знаку. Ну, это для тех, кто не знал, да, то есть я информирую вас. Благодарю за внимание и переходим дальше к козерожкам. Козероги. Смотрим 14 июля. События дня. Пятница, козероги. Новость. Мешок с деньгами. Луна. Событие, которое повторяется либо каждый месяц, либо через какой-то цикл определенный. Змея. Общение со змеей. Конвертик. Получение. Получение денег может быть как вариант. Получение информации от змеи. Так, значит, смотрим. Прибыль нельзя. Здесь нет, здесь нет. Подарочек еще вот есть. Подарок. Дальше нет карты, нет. Замочек. Замочек можно, но тут надо делать перестановку нам. Замок. Смотрите, открывается тайна, да, то есть приходит информация, которая открывает какую-то тайну. И здесь нет. Значит, перед тем, как я сейчас расскажу события, которые выпали, также хочу вас проинформировать о том, что можно смотреть прогнозы не только по знаку Солнца, да, вот ваш, но также по знаку асцендента, и если родились ночью, еще по знаку Луны можно смотреть. И сравнивать, да, то есть вы можете посмотреть 2-3 знака и сравнить. Если события повторяются, да, есть вероятность, что они произойдут, ну вот, да, вот в большей степени такая вероятность. Или, допустим, вы еще можете несколько недель попроверять разные знаки, да, то есть вы можете заметить, например, что знак асцендента или Луны проигрывается сильнее знака Солнца, там больше информации. Тогда вот лучше переходить и смотреть знак асцендента. Хотя вот периодами я замечала, да, что, допустим, один период знак Солнца сильнее показывает, другой период знак асцендента, в зависимости, как планеты складываются, да, то есть когда сильнее асцендент, знаки асцендента сильнее показывают. Тут индивидуально все. Лучше, конечно, просматривать параллельно и тот, и тот. Так, что у вас выпало? Значит, смотрим. У вас показывает, что придет информация какая-то, которая была скрыта, спрятана от вас, интересная. Вы получите подарочек. Выпадает тема финансов, да, то есть какое-то событие, связанное с финансами. Здесь могут быть как поступления, так и расходы. Да, то есть и так может быть. Дальше получение чего-то, опять же, получение посылки, получение документа, получение какой-то информации, тоже вот известия может быть. События, которые повторяются каждый месяц, и общение со змеей. Здесь тоже вот змея — это может быть опасность, а может быть человек по году рождения змея. Тоже ситуация может быть двоякая. Вот такая информация для вас, козерожки, на пятницу. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к водолеям. Переходим. Так, сейчас мы все верну на место и будем смотреть водолеев. Подождите, я неправильно поставила. Нарушила. Все нарушила.
Так, смотрим дальше. Водолеи. 14 июля. События дня для водолеев. Пятница. Неприятность, смотрите, выпадает расческа. Первое событие, предупреждение для вас, что надо быть готовым к тому, что это может быть, либо еще как вариант, возможно, вы можете этого избежать. Не совершить какую-то ошибку, глупость, и все будет нормально. Исполнение желания, цветок. Надежда, подсвечник. Ожидание. Надежда и ожидание. Лебедям нельзя. Конфликт. Кстати, вот это и может быть неприятностью. Да, то есть показывает, какая неприятность. Свидание. Конфликт на свидании. Причем со свечами роза часто показывает именно романтическое какое-то свидание. Книга. Посещение госучреждения. Так, сейчас я еще проверю. Горизонталь, вертикаль. Гости нельзя. Ну, можно, но карты зафиксированы, не получится переложить. Здесь нет. И есть еще вот Луна. Луна — это событие, которое повторяется, ну, через какой-то определенный цикл. Может быть, там каждый месяц, может быть, каждый месяц 14 числа у вас, да, вот вы ходите в госучреждение, например. То есть часто они вместе проигрываются. Перед тем, как я скажу, что выпало, да, то есть какие события, хочу также вас предупредить, как и другие знаки. Всегда я предупреждала о том, что прогнозы можно смотреть не только по знаку Солнца, да, с вами будет Водолей, но можно еще по знаку Асцендента и знаку Луны, да, то есть тоже смотреть, если родились ночью. И сравнивать между собой. Если, допустим, события повторяются у вас и в знаке Солнца, и в знаке Асцендента, есть большая вероятность, что это событие проиграется. И, в принципе, если вы будете просматривать параллельно, да, то есть знаки, то вы через время заметите, какой больше, да, то есть показывает больше информации для вас. Тогда, возможно, вот перейти и смотреть, например, другой. Хотя я замечала, что они периодами. Период может показывать, допустим, Солнце хорошо, период Луна, период Асцендент. Все в зависимости от планет, да, как они там располагаются. И идет сильнее влияние либо на Асцендент, либо на Солнце. Поэтому вот такая информация у меня еще для вас. Так, теперь смотрим, что выпадает на пятницу. Неприятность выпадает, конфликт. Это из минуса. Дальше исполнение желания, свидание, надежда, ожидание, посещение госучреждения и события, повторяющиеся через определенный цикл. Ну, я думаю, что это вот, наверное, поход в госучреждение у вас по каким-то определенным, да, вот датам, числам, может быть, как вариант. Вот такая информация. Благодарю за внимание, Водолеи. Перехожу к рыбкам. Так, рыбки. 14 июля, пятница. События для рыбок. Смотрим.
ножницы. Решится какой-то вопрос у вас в пятницу. Может быть ссора, метла. Метла еще может быть наведение порядков. Ключ. Открытые двери, возможности. Нерешенный вопрос, смотрите. Нерешенный вопрос, который решится. Ножницы. Так что вот если вы долго пробовали, что-то у вас не получалось, то вот в пятницу попробуйте еще раз, и точно получится. Цепь часто показывает, то есть какие-то вопросы, с которыми мы не один раз приступали, но они у нас вот не решались. Еще рядом выпадает победа. Неприятность. Ну, неприятность, скорее всего, это ссора. Видите, тоже они рядышком. Обман. Тоже вот может говорить о том, что, то есть неприятность. Вы открываете, то есть какой-то обман. Маску. Срываете маски с людей. Любовь. В личной жизни все хорошо. Может быть даже какая-то тайная встреча, тайное свидание. Так, ну здесь нет. Смотрим периметр. Интимная связь, есть кровать. Есть свидание. Так что свидание точно будет. Возможно, оно будет для вас каким-то секретным, тайным, не знаю, то есть как сюрприз может быть, то есть с тайным вместе. Перед тем, как сейчас я расскажу вам, все события, что вы посмотрите, у вас очень много, то есть сколько тут? 8, 9, 11 событий. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что прогнозы можно смотреть не только по знаку Солнца, но еще по знаку Асцендента и по знаку Луны, если вы родились ночью. И можно их между собой сравнивать. Например, вы сравниваете знак, вот ваш знак Солнца Рыбки и знак Асцендента, допустим, у вас там Дева. Вы просмотрели, то есть увидели, что какие-то события повторяются, вот есть большая вероятность того, что они проиграются. Ну или, в принципе, вы можете заметить, например, что знак Асцендента, вот какой-то период проигрывается больше, то есть ориентироваться на него. Так что вот обратите на это внимание. Что выпало у вас в этот день? У вас все хорошо в личной жизни, любовь, тайное свидание, просто какая-то приятная встреча, интимная связь. Дальше у вас все хорошо в делах, потому что есть нерешенный вопрос, который точно решится, будет победа. И, возможно, здесь поможет ключик. То есть ключик это какое-то или озарение, то есть или открывается дверь, которая была закрыта, то есть вот какой-то проход новый, через который можно решить вопрос. Это вот плюсы. А минус показывает, что может быть неприятность, откроется какой-то обман, то есть и может быть ссора. Вот минус тоже есть. Но опять же, возможно, благодаря этому обману, то есть откроется обман, то есть и вы сможете решить вопрос. То есть это тоже могут быть связаны как-то, эти события. Ну, не будем привязывать, то есть давайте отдельно. Отдельное решение вопросов, отдельно обманы, то есть может быть у кого-то так будет. Так что день очень у вас будет насыщенный в пятницу. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.